И снова здравствуйте. Сегодня у нас уже 17 июня. Денек опять не проверяли ввиду того, что дуло. У нас всегда дует почему-то. Ничего страшного. Сейчас ветер стих, волна поменьше стала. Сейчас поедем опять восстанавливать. Вот такие вот у нас крупнорогатый скот. Наелись, напились, жуют, отдыхают. Ни мух тебе, ни оводов, ни комаров на берегу речки. Балдежники. Ну что, посмотрим сначала закидушечки. Их надо, наверное, скорее всего будет поднимать. Ну, посмотрим. Потому что вода падает очень быстро. Как мы видим, вот до сюда была вода, они были в воде. Теперь это все уже на суше. Сейчас глянем. Что клюнуло, что не клюнуло. Сейчас мы это посмотрим. Вон, вижу окушка небольшого. Опа-на. Вижу второго, вижу третьего, вижу четвертого. 4 окушка уже вижу. 2 живых, 2 неживых. 4 окушочка возле берега попались. Значит, здесь можно рыбачить уже на удочку. Окунь будет клевать, я так думаю. Вижу 5-го окуня. Вижу 6-го окуня. И ёршик. 6 окуней и ёрш. Вот такой вот улов. В принципе, неплохой. Так что вот так что. Так, это у нас одна закидуха. Сейчас сразу сначала проверим вторую, потом только будем насаживать. Насаживать или поднимать. Сейчас посмотрим. Скорее всего подниму, наверное. Потому что закидухи надо поднимать, проверять часто. Часто времени нет. Сегодня надо ехать в Троицк еще, вести семью. Вон и здесь тоже самая картина. 1 окунь. 2 окунь. 3 окунь. 4 окунь. 5 окунь. Окуневое царство. И 6 окунь. 6 окунь. А где у нас тут продольник-то? Там 6 окуней. Короче, вот такие вот пироги. Навтыкались окуняшки. Не крупный, такой с ладошечку, средний окунь. А давай еще раз закинем, посмотрим. Там видно будет. Встречаемся на продольниках. Вот наша база, где мы ловили на пидор. И куда возможно мы еще обязательно придем порыбачить. Вода падает, значит, становимся справа от продольника. Но если так, получается слева, со стороны реки. Ну что, посмотрим, что у нас осталось. Опять же, времени прошло больше суток из-за непогоды. Что-то ветер никак не может успокоиться. Все дует и дует. Все дует и дует. Первый продольник. И чем он нас обрадует?
А он нас обрадует, если обрадует. Вот таким вот яськом. Язёк есть один. Инскадан. И там еще что-то. А, все. Там засыпано. Короче, друзья, первый продольник нас обрадовал вот таким вот язёчком. Вот таким вот язёчком. Сейчас мы его закинем сюда. Сольем воду. И будем проверять дальше. Пока выключаем. Эх, подлодку несло. Подлодку. Все продольники засыпаны. О, есть язёк. Не знаю, дойдет, не дойдет. Опа. Хороший язь. Друзья, хороший, прекрасный язина. Так, что у нас там? Все. Все. Один язик. Зато какой. Вот он. Вот он, друзья, красавец. Вот он такой. Прекрасный, красивый язь. Просто обалденный. Инскадан. Оживляем, отпускаем. Ух ты. Есть язёк, но продольник засыпан продольник. Уйдет. Не уйдет. Не ушел. Не ушел, малыш. Не ушел, я вам сказал. А, попал за нижнюю губу. Молодец. Третий язёк в нашем кузовке. Так, что у нас еще есть? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, крючок прямо в палец. Все. Дальше пусто. Засыпало продольники песком. То, что долго не проверял. С этой непогодой, блин. Ну и ладно. О, обрыв лески. Опять щука, походу. Зубастая. Ты мне уже второй поводок откусываешь. Ты мне еще попадешься. Скоро сезон спиннинга. Мы твои хулиганские поступки не забудем. Ты будешь наказана. Это... Что здесь не перекусывать-то, леска 0,5? Ты металлический поводок перекуси, ёпрст ты. Посмотрим на тебя. Скоро, друзья, скоро поднимем продольники. И у нас начнется совершенно другая рыбалка. Более интересная, более живая, более азартная. Все, друзья, это вы все увидите. Что-то еще вроде бы идет. Нет. Дальше засыпало все. Один окушок. Ну, можно сказать, уже окунь. Можно сказать, уже окунь. Так. Сегодня у меня улов что-то потихоньку растет. Медленно очень. А сейчас так и будет. С каждым разом все меньше и меньше. Ну, а потом и поднимем продольники. Когда будет совсем мало уже, значит, уже не стоит. Значит, уже
время прошло, время продольников. Просто надо чаще проверять. А ветер нам этого не позволяет делать. Тоже засыпало. Скорее всего, здесь тоже пусто. Кирпичик нет, окушочек есть один. Один окушочек. И еще там в конце один окунь. Короче, друзья, два окуня. Уже окочуренных за это время. Ну ничего, живности у меня много. Есть кому полакомиться окуньками. Что-то сегодня грустная проверка. Вижу окушка. Что-то продольник ушел вверх. Кто-то его туда утащил. А кто? Сейчас мы это посмотрим. А вон кто. Вот ездёк. Ездёк вверх утащил его. Ездёчек. Попал на новенький крючочек. Вот такой новый крючок. Красивый цеплял, я помню. Вместо откусанного щукой поводка. Здесь щука мне откусила поводок. И вот новый крючок сработал. Толстый крючок. И не порезал. Может действительно ставить крючки потолще, как мне посоветовали в комментариях. Тонкий, да, может быть и режет губу, а толстый будет меньше резать. Так что это в будущем попробую ставить более толстые крючки с толстой проволоки. Это тонкий, он как получается губу прорезает, будет меньше резать. Все верно. Он остался вот именно на толстый крючок. Вон разница ощутимая. Он почти в 2 раза он толще. Все ясно. В дальнейшем будем ставить только толстые крючки. Так, ну а здесь есть что-нибудь? Нет? Здесь нет, что-то не крупное есть вроде бы. Небольшое и не крупное. Ну да, подъязок. Подъязочек. Дойдешь, не дойдешь. Вот мотор ушел, дошел. Вот такой вот, друзья, подъязок. Плохо, потихоньку дорастет все-таки. Я ж думал, вообще грустно будет. Оказывается, еще и весело немножко. Все, наживляем, отпускаем, едем дальше. Вон такой вот толстый крючок у нас. Окушочек. И там второй дальше окушок. Три окушка. Все уже окочуренные. Ничего. Коту пойдет. Без разницы, что есть, живую или мертвую рыбу. Неплохие окуня такие, средние. На удочку было бы прикольно их потаскать.
Почему только они на удочку, но на спиннинг не брали, когда мы с Олегом кидали спиннинг позавчера? Ни одной поклевки не было. Странно, конечно, это. Может, то, что вода прибывала? Не знаю. Но погода устаканится, я, конечно, еще здесь попробую. Попробую погонять спиннинг. Мы еще сюда вернемся со спиннингом. Но пока наживляем, отпускаем. Так. О, а здесь я слышу. Здесь я слышу. Ой, яздечка, только он буйный. Наверное, не дойдет. И второй яздечек там. Один дошел. Опа. Второй дошел. Вон какие прекрасные ези, друзья. Так, все. Нет, там еще что-то есть. Опа, третий. Янскадан. Вот это подарок. 3 озя. И все дошли до лодки. И все такие хорошенькие. Крупненькие. Прекрасненькие. Вот такой вот язечек. Проглотил до кишочек. Это и спасло. До пищевода. Вот маленький крючок с одной стороны тоже хорошо. Вот малюсенький крючок вот такой. Он его проглатывает даже луткой. Ну, естественно, потом уже не срывается на последнем крючке. Так, я тут как? О, выпрыгнул у меня. Нет. Тоже нормально. Так, второй. А третий есть. За губу. Нормально. Язечка. Хорошо, когда лодка дырявая. Можно руки прямо в лодке помыть. Пропускает капитально. Вот, езя. Бывший хозяин этой лодки перескакивал через боны раньше. И в 2 местах лодка просто треснула поперек. Теперь там стоят заплатки, но они пропускают воду. Так, ну что, есть, что нет? Есть. Опа, есть. Есть. Он аж сиганул, выпрыгнул, как дельфин, блин. Но он, видать, был мой, потому что заглотил, как мы видим, вон, опять же, даже лутка. И это и спасло его, то, что он не сошел. Отлично. Здорово, прекрасно, великолепно. Блин, даже не отцепить его никак. Вот как бы он сошел? Да никак бы он не сошел. Крючок в желудке. Все, узелок. Хорошо. Ветер порывами главное, то его нет. Ну как, не то чтобы нет, то он стихает, то откуда-то получается вот такая тучка набегает, и с такой силы ветер появляется. Ну, хорошо, что ненадолго, так бы вообще волна была ужасная. Ну что, есть что-нибудь, нет? Окуньки, окуньки, окунечки, окунечки. Раз окунь.
2 окунь, 3 окунь, 4 окунь, 4 окунечка. Песок отмоем с жабр. Заглотил, подох, остальные живые. Четыре окунечка, да, у нас? Нормально. Не пусто, и да и хорошо. Нет езя, но зато окушки есть. Окунь тоже рыба. Все. А дальше все как обычно. И вот он язь. Я еще не поднял продольник, а он уже здесь. Так. Как-то надо его вот так вот. Вот так вот. Он запутался за основание лески, где бутылка, видать, против течения пьет. И поднял весь продольник. Ну а дальше по ходу пусто. Ну и ладненько. Одного взяли, да и то хорошо. А я думаю, что бутылка дергает, и начал подходить. А он вон, получается, пошел против течения и замотал, запутался об основную веревку. Хорошо, это хорошо еще на первом крючке он попал, вот так сделал. Если бы с последнего он так поднялся, все бы запутал конкретно. Так, ну ладно. Здесь, думаю, все понятно. Мы сейчас все это дело распутаем. И все как обычно. Наживляем, отпускаем. Так. Что-то небольшая натяжечка есть. Типа окушка что-то. Сейчас глянем, что там. Ну да, вон 2 окуня. 2 окуня на конце продольника. И запутались вон. Накрутили тут кучу всего. Ну, эти, друзья, побелели. Пойдете на корм. На корм моим братьям меньшим. На корм моим питомцам. Белому, туману, биму. Все кушать хотят. И все покушают. Ну вот и крайний продольник. Засыпанный тоже, песком засыпало. Сразу перекинем его на ту сторону, чтобы он под лодкой не очутился. И поднимем с этой стороны. Так, не понял, что за фигня. Что-то где-то запутано. Ага. Что-то где-то у нас опять об мотор. Блин, вроде уже и... Ладно, разберемся. Там вроде рыба есть. Это мы потом распутаем. Есть язёк. Вот он, хорошенький язёчек. Дойдет, не дойдет. Так, ну без сачка. Опа. Есть. Еще один там. 2. Вот и хорошо. Вот и хорошо сработал последний продольничек. 2 яська. И вот такой вот окушочек.
окушочек коту, уснувший. Ну а яськи красавцы пойдут на фарш, потому что то, что засолить, мы засолили уже, а теперь делаем фарш. Режем ребра. Видите, ребра на жареху. Помоем. Вот так вот. Вот такой вот язина. Вот так вот вырезаем ребра это на жареху. А мякоть все идет у нас на фарш, на котлеты в будущем. Вот такой вот язек. Прекрасно. Нормально. Такой почти пол ведра. Так что мы еще и половили, несмотря на то, что сутки, больше суток у нас они были не проверены. Мы все-таки поймали свою рыбу. Без улова домой не уезжаем. И теперь до следующей проверки. До свидания, друзья. Встретимся, если позволит погода и ветер. То есть наоборот, без ветра, если будет, то мы обязательно вечером встретимся на вечерней проверке. Ну а пока давайте прощаться. До свидания, друзья.